Крымский мост перекрыли террористы. Он подорван грузовиком и опален пожаром. Как теракт расценивают следствие и власти, происшедшие в субботу утром на Крымском мосту в результате взрыва трейлера, беспрепятственно миновавшего самый современный пункт дистанционного досмотра, произошло обрушение двух пролетов, а заодно была повреждена железнодорожная часть моста, на ней сгорели 7 цистерн с топливом, по предварительным данным погибли 3 человека. Коммерсанты. Поезд. Подрыв Крымского моста. 8 октября 2022, 11 часов 18 минут, обновлено 19 часов 49 минут. Крымский мост перекрыли террористы. Он подорван грузовиком и опален пожаром. Как теракт расценивают следствие и власти, происшедшие в субботу утром на Крымском мосту в результате взрыва трейлера, беспрепятственно миновавшего самый современный пункт дистанционного досмотра, произошло обрушение двух пролетов, а заодно была повреждена железнодорожная часть моста, на ней сгорели 7 цистерн с топливом, по предварительным данным погибли 3 человека. Взрыв прогремел ранним утром, когда на Крымском мосту было немного машин, на воздух взлетела одна из фур. Эксперты говорят, что, возможно, она была набита мешками с удобрением на основе селитры. В результате взрыва были повреждены пролеты моста и загорелся грузовой поезд, перевозивший топливо. По предварительным данным, выгорели 7 цистерн. Очевидь доложили президенту Владимиру Путину, который поручил создать комиссию по восстановлению моста и расследовать происшедшие. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии. Ее возглавит вице-премьер Марат Хуснуллин. На место тут же отправились главы МЧС и других ведомств. Всероссийский союз страховщиков предварительно оценил ущерб от взрывов 200-500 миллионов. Кто грозил взорвать Крымский мост? Читать далее. После 16:00 по неповрежденной части моста началось движение автотранспорта. Оно открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой осмотра. После 17:00 по мосту пустили первые поезда. Появилась возможность покупать служды билеты на завтра. В республиканском правительстве пообещали максимально быстро возобновить работу Керченской паромной переправы. Однако с этим могут возникнуть проблемы, поскольку в ее распоряжении пока находится только 2 старых парома, вмещающих 30-40 легковых автомобилей. Местные власти попросили задержаться туристов, которых сейчас на полуострове. По оценкам ассоциации туроператоров до 50 тысяч, им пообещали оплатить дальнейший отдых за счет регионального бюджета, по крайней мере, до начала работы. Паромные переправы для туристов на автомобилях на подъезде к мосту планируют развернуть пункты питания и обогрева. Гражданам также пообещали вернуть деньги за билеты на поезда в Крым и из него без удержания сборов, а также по соглашению с туроператором перенести сроки поездки на полуостров или поменять направление отдыха. Почему Крымский мост важен для России? Читать далее. По поручению генпрокурора Игоря Краснова прокуратура Крыма обеспечит надзор за недопущением повышения цен в розничной торговле, в том числе в интернете. Взято на особый контроль ситуация с доступностью для населения автомобильного топлива, продуктов питания и товаров первой необходимости. Утверждается, что на полуострове располагают необходимыми запасами товаров. Прокурорами будут пресекаться попытки создания искусственного дефицита. Тем временем расследованием подрыва занялись сотрудники СК и ВСП. По предварительным данным Следственного ведомства, в результате взрыва на Крымском мосту погибли 3 человека. Следователи установили предварительные данные подорвавшегося грузовика и его собственника. Это житель Краснодара Борис Юсубов. Однако недавно он, возможно, продал машину, у него дома проводится обыск, сообщили в СК. По информации, службы расценивают случившееся как теракт 205 УК с целью не только парализовать движение, но и уничтожить уникальный для страны объект, ставший символом России. При этом к основному делу может добавиться статья о халатности 293 УК. Дело в том, что на въезде на Крымский мост установлены посты с досмотровыми комплексами, которые должны буквально просвечивать весь проезжающий транспорт, определяя, есть ли в нем взрывчатка, оружие и наркотики. Следствие не исключает, что водители использовали в темную, наняв перевозить удобрения, взрывчатку таким образом могли привести в действие дистанционно. По той же версии, подрывник находился на мосту, в одной из машин, визуально контролируя бомбу на колесах. В спецслужбах не сомневаются, что взрыв может быть связан с проводимой Россией специальной военной операцией, а американская газета The Washington Post со ссылкой на источник
киевском правительстве ищет, что за происшедшим стоят украинские спецслужбы, хотя прямо об ответственности за что украинские власти не заявили, были опубликованы два заявления, косвенно подтверждающие их причастность. Что происходит после ввода войск России на Украину, день 227. Крым, мост, начало, все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть изгнано, прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов даже дал понять, что теракт – это подарок на день рождения президенту Владимиру Путину. Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.